Тимур Ибраимов, РИА Новости. Вопрос первый, это все-таки, а если ничего не будет принято? Голодовка объявлена до принятия решения. Это значит, что человек, который взял на себя ответственность, готов идти до конца. Значит, будет голодная смерть кого-то из участников акции. Это абсолютно официальное заявление участника. И второй вопрос, есть, помните анекдот, что у генерала есть свой внук, да? А нет ли данных у организации АВДЕТ о том, что, к примеру, там земли Министерства обороны или еще какого-нибудь министерства, часть из них, пустующие земли, становятся землями родственников руководителей? В принципе, происходят такие моменты, и мы иногда их видим. В Симферополе там депутаты своим родственникам землю спокойно раздают на любых местах. И по всему Крыму происходит. Для любых уровней чиновников всегда земля есть, и не по 6 соток, а намного больше, и гектарами, и сотнями гектаров. Спасибо. Также хотел добавить, что конфликт на Балаклавской, который длится уже не 1 год, это земля Министерства обороны, и при всем при этом она благополучно была передана фирме под застройку, хотя отчуждение Министерства обороны не делало. Незаконное решение, да, было принято задним числом. И более того, есть факты, когда земля выделяется не сотками, а сотнями гектаров. Один из примеров — это 120 гектаров, переданной фирме «Антал Крым» 2 года назад под якобы строительство гольф-клуба. За 2 года на этой земле не сделано ничего. Земля просто ждет своего часа, когда на ней будут строить какие-то там нужным людям коттеджи. И второй момент. В течение одной сессии Горсовета Судака 900 гектаров земли было передано жене лучшего друга Украины Юрия Лужкова. В течение одной сессии по одному поданному заявлению. В то время как 15 тысяч граждан Украины 3 года не могут получить 6 соток земли. Вот, пожалуйста, отношение властей к земельному вопросу и вопросу о наличии земель. Земли в Крыму есть, земли в Крыму хватает, ее нету только для простых граждан Украины. Все. Оксана Пилявец, Новонарком.ua. Во-первых, разрешите все-таки высказать такое пожелание, я даже думаю, во-первых, уважение большим участникам акции, во-вторых, пожелание, что все-таки к такому исходу, как непринятие никакого решения, она не привела. И следующий вопрос. Во-первых, были ли вам представлены хотя бы какие-то предварительные результаты работы земельной комиссии? Если да, то какие они были? И во-вторых, так и все-таки хотелось бы уточнить, считаете ли вы данную ситуацию, сложившуюся, больше негативным проявлением бюрократической какой-то машины, или все-таки межэтническим, в основе ее лежит межэтническая компонента? Спасибо. Что ты говорил? Что касается представленных комиссии работ, в принципе, да, они нам представили то, что они сделали в течение некоторого времени после первой нашей акции. Значит, комиссия во главе Филипчуком подготовила распоряжение, они нам так и сказали, мы подготовили распоряжение, мы видим это решение более правильным, то есть они не могут уговорить те министерства, в ведомстве которых находятся эти земли, это такие министерства, как Минагрополитики, Академия аграрных наук, Минобороны, там, Лесхоз и так далее. То есть они говорят, мы видим реализацию этого вопроса только через распоряжение Кабмина. То есть Кабмин, если бы распорядился бы, то он бы вынудил бы эти министерства согласиться и отдать те земли, которые не используются в течение 10-15 лет в сельские советы или там в город, чтобы они в свою очередь уже распоряжали это гражданам Украины. Это распоряжение было подготовлено, и в прошлый раз нам это мы сказали, но как со слов Георгия Георгиевича Филипчука, оно не проходит согласование в министерствах. Такие министерства, как Министерство финансов, Министерство экономики и Министерство юстиции как бы не дают узгоджень, как они сказали, согласование. Только вот эта проблема как бы зависшая.
Но как мы видим эту ситуацию, в принципе, если бы, например, они говорят, у нас вот полномочия в этом вопросе истекают. То есть мы не можем заставить эти министерства. Ну, мы-то люди здравые, мы понимаем, что эти полномочия есть у премьер-министра, который может своим каким-то там, я не знаю, решением объяснить ситуацию, что это наболевшая проблема, что это грозит определенным социальным взрывом в Крыму, которые очень сильно хотят распалить недруги Украины, будем так говорить, не будем указывать чью-то сторону. Поэтому этот вопрос, это, в принципе, это выгоден самой Украине, чтобы вопрос решился и как бы это нагнетение обстановки спало. Но как мы видим, ну не видим желания, то есть нету такого этого, чтобы решить вопрос. Видим желание некоторых, будем так, например, председателя комиссии, видим вроде как желание есть, но нету полномочий. А у того, у кого есть полномочия, видимо, нет желания. А то, что касается именно по крымским татарам или нет, ну, в некотором смысле, да, мы это тоже замечаем, в том смысле, что говорят, как, не буду говорить, кто говорил, присутствует некоторое лобби, которые не хотят, чтобы ваш вопрос решился. Вот. Но хочу как бы также добавить, что в нашей акции стоят не только крымские татары. Из 15 тысяч человек, участвующих как бы на полянах протеста, ну, наверное, порядка 20-25% это граждане других национальностей. Русские, украинцы, армяне, греки и так далее. То есть все, кто проживает в Крыму. Поэтому говорю, что вопрос, кстати, только крымских татар, ну как бы это означает суживать ситуацию. Вопрос стоит обо всем простом населении Украины, ну в частности Крыма. Не получает землю никто. Получают землю те, кто подошел к чиновнику, дал ему взятку, и тогда уже не важна ни нация, ни гражданство, ни какой другой как бы аргумент. Все играют деньги. Но я все-таки хотел добавить именно по крымским татарам. Потому что вот уже 20 лет, как крымские татары возвращаются домой к себе в Крым. И вот эти земельные проблемы на протяжении всех 20 лет и продолжаются. Людям именно крымской татарской национальности не дают земли принципиально. Людям приходится самовозвратом заниматься. И это, наверное, все-таки политика такая есть. Я не знаю, с какой стороны, кто в этой политике участвует, но мы видим это, и это происходит. И у нас, в принципе, есть претензии к государству именно по возврату нашего имущества, земли нашей. У нас у всех, у наших стариков стоят до сих пор дома, в них живут совсем другие люди. И эти дома в некоторых даже пользуются чуть ли не бельем того времени. Вот были такие случаи, я разговаривал с людьми. И пользуются и мебелью той, которую оставили люди. И эти люди, которых выслали оттуда, они эти дома никому не подарили, не продали, они уехали, их вынудили оттуда уехать. И я считаю, что государство должно вернуть это все. И это есть пример хороший. Латвия, Литва, Эстония, когда гражданам, которые вернули им свое имущество, дома и землю. Спасибо большое. Есть еще вопросы? Если вопросов нет, спасибо за внимание. Спасибо.